я предлагаю маленько разрядиться и давайте выскажем свое общее мнение. Всем, кто присутствует здесь, властям, силовикам и так далее. Мы готовы? Мы готовы бороться за свою Хакасию? Мы против разрезов? Спасибо. Слово предоставляется Чернокимашеву Юрию, общественный деятель. Здравствуйте, дорогие жители города Абакан, Республики Хакасия. Ну, что я могу сказать? Здесь было очень много сказано, очень правильно слова были сказаны, очень много. Я не буду повторяться. И я сразу скажу, что такое Родина? Вот для вас, что такое Родина? Для меня Родина — это Хакасия. То есть, кроме Родины Хакасии, мне больше ничего нет. За что я готов умереть, если честно. Я хочу, чтобы мои дети здесь жили. И сегодня, я думаю, сюда пришли самые активные, кто хочет строить свое будущее. Они надеются на что кто-то за них сделает. К сожалению, сейчас население такое, что они надеются, что кто-то за них сделает. Так и у нас проходят все реформы и так далее, которые не в пользу народа. Сегодня это идет, вот мне интересна логика наших, допустим, уважаемых людей, которые говорят, да, вот, допустим, Россия нуждается в этом, но при этом деньги отбирают у жителей, то есть у кого отобрать, ну, вы знаете, да? И сегодня мы должны решиться на то, чтобы защитить свои права. Вот меня ашановцы, когда я приехал, они спрашивают, ну, я у них спрашиваю, вы боитесь, почему не говорите? Они говорят, ну, ладно, мы высказали свою точку зрения, но вода, которая сливается, она стекает вниз в Абакан, то есть сюда течет. А эту воду уже мы пьем. Я не хочу, чтобы мои дети пили вот эту грязную воду. И что я еще хотел бы добавить, я много не буду говорить, ну, как у меня есть друг, он сказал, вот наши олигархи, вот они говорят, что у нас там все безопасно, экологически чисто. Пусть они приедут в Варшаново, купят там много, между прочим, пустых домов, купят и поселятся. Я тогда буду верить, что там действительно безопасно, что там воздух, чистый воздух, что вода хорошая. Но нет, они все за границей. Я не понимаю отношения наших олигархов по отношению к России. Россия у них сегодня это сырьевая база. Все они живут за границей. Ну, с одной стороны, логика чуть-чуть понятна, но смотрите, тенденция какая. Кто у нас олигарх самый крупный, Березовский, да? Он уехал за границу, что сделали? У него денег отобрали. Сейчас Абрамович тоже деньги отбирает. Они думают, что там они здесь наворуются и там будут в безопасности. Но практика показывает, что нет. Неужели они элементарно не понимают, что вот, берем другие цивилизованные страны, что делают олигархи? Они вкладывают в свой народ, чтобы народ лучше жил. Вот сегодня в Ашаново, когда я ездил, я спросил, что для вас делает, вот, допустим, Ашановский разрез. Они говорят, окна поставили, садики в школе и так далее, это дают. У меня сразу возникает вопрос, а что делает власть для этого? То есть это, по сути, функция власти. Идет подмена, то есть власть не дорабатывает, это делает это, получается они чуть-чуть хорошие. Если каждый свою функцию будет делать, цивилизованных странах что делают вот эти крупные предприятия? Они 10-15% подают для народа. Да, а у нас тупо воруют. И, ну, ладно, бог с ним, воруют. Ну, никаких они условий не создают, чтобы мы здесь хорошо жили. Они на экологии ноль. Но экология это действительно самая больная тема у нас. И сегодня я очень благодарен, что сегодня... Вообще я не организатор, если сейчас сказать. Я помощник. То есть, когда меня спросили, то есть я увидел ВКонтакте пост, я пришел, я сразу заступился, потому что я владею информацией. И мне очень жалко, когда я прихожу людям, я им объясняю, они говорят, а нам все равно. То есть, вот таким все равно, и нас будут... да, то есть издеваться над нами таким образом, пока мы не скажем конкретно, четко, что мы хотим. И сегодня я хочу, чтобы
все, кто собрался, поставили свои подписи и проявили свою активную гражданскую позицию. Спасибо. Ольга Роткина, блогер, общественный деятель и хороший человек, просто хороший человек.